Всем здравствуйте еще раз. Почему, ну, сначала два слова, почему такое название? Потому что сегодня я, опять-таки, я исхожу исключительно из театральной эмпирики. Мне не очень интересно говорить о теоретических вещах. Мне гораздо интереснее описывать живой театральный процесс, то, как это сейчас происходит у нас в Татарстане, не только в Татарстане, потому что у нас татарский театр есть в Оренбурге, два татарских театра есть в Башкортостане. И, в общем-то, поскольку у нас очень многие сюжеты, темы, я имею в виду не сюжеты, темы пьес, а сюжеты и темы общественной жизни у нас очень сильно перекликаются в Татарстане и в Башкортостане. Абсолютно, ну, очень схожая ситуация наблюдается в Башкортостане, но я на эту территорию не пойду. Просто, чтобы вы понимали, это процесс двух потоков национальной драматургии, он присущ обеим республикам. И что такое два потока, да? Традиционно, ну, когда возник, например, татарский театр до революции, да, ну, он был тесно связан с процессами обновления значит, религии, ислама. Такое было джадидистское течение, то есть обновленный ислам, светский ислам, ислам, который спокойно сосуществует с научным мировоззрением, с какими-то, с искусством. Ну, собственно, сам театр возникает как некая антитеза, и, что интересно, его создают люди, ученики медресе. Медресе – это ну, такое что-то типа высшего все-таки образования мусульманского, да, и в этих ученики, бывшие из медресе, кто-то ушел, кто-то доучился, они создают, по сути, театр. Но поскольку реально тогда была достаточно маленькая, ну, если говорить о Казани, в Казани до революции, до 17 года проживало порядка 13% только татар, ну, вот с 1898 года, год последний последней переписи в Российской империи, население выросло с 13 до 18% до 17 года, да? Ну, то есть очень мало. И чтобы вы понимали, в 26 году, например, когда проводилась первая советская перепись, татарское население Казани уже приближалось к отметке 30%. Ну, тому способствовал и страшный голод 21 года, о котором, кстати, недавно вот Ильгиз поставил спектакль, который сейчас номинирован на Маску. И голод, и гражданская война, и вообще, ну, все эти пертурбации, глубокая трансформация социальная, она, естественно, изменила ситуацию, картину. Но первое время, первые там 10-20 лет никто не обращал внимания, переводное это произведение, не переводное. Естественно, своей национальной драматургии было крайне мало, строить на ней репертуара было невозможно. Привлекались турецкие пьесы, привлекались пьесы французские, русские водевили игрались. Ну, такая достаточно очень, была очень сборная солянка. Где-то к концу десятых годов начинает уже какой-то такой, возникает уже репертуар в современном смысле, какая-то концепция репертуарная, возникают какие-то. Но, тем не менее, до конца 80-х годов, в принципе, 20 века, как бы, ну, татарская драматургия означала что? Что это пьеса, там, эти пьесы, этот корпус драматургии написан на татарском языке, на татарском материале, обращен либо к современности, либо к истории. Но, тем не менее, ну, поскольку в советское время же была разнарядка, то есть ты должен был раз в 2 сезона ставить пьесу так называемого «Братского народа», переводную современную русскую пьесу, желательно на производственную тему, либо какую-то антимилитаристскую, либо, значит, русская классика раз в 3-4 года, зарубежная классика, ну, все остальное современная татарская пьеса. Но в конце 80-х обнаружилась такая тенденция, что, ну, она связана, опять-таки, с утратой части горожан родного языка. То есть утрата может быть не катастрофическая. Люди говорили на татарском языке в быту, существовали. Но одно дело говорить на языке в быту, другое дело иметь возможность литературно писать. Да? Литературное писательство стало ограниченным. Вот я просто такой простой пример. Я не буду сейчас касаться вот этих всех национальной политики, прочего Советского Союза. Но когда
Мне было 7 лет, и когда надо было идти в школу, в Казани функционировала, реально функционировала в миллионном уже тогда городе, с 1978 года Казань миллионник, функционировала лишь одна татарская школа, и был один татарский интернат. То есть во всех остальных школах татарский язык был как факультативный, 2 часа в неделю. Например, в школе, где я учился, там и география, и ботаника, там, или физика, они шли на татарском языке. Это, конечно, ну, немножко расширяло какие-то горизонты, но большинство людей учились все-таки в русских школах, большинство писателей. И в конце 80-х постепенно стали возникать, возник этот второй поток. Поток драматургии, которая которую писали татары, живущие в татарской среде, в татарском обществе, знакомые с проблемами татарского населения, конкретного города, конкретного региона, но при этом они писали пьесы на русском. Да? И вот не случайно даже в рамках нашей двухдневной вот этой истории, за что спасибо организаторам, да, национальной драматургии, здесь тоже у нас представлены с татарской стороны два автора. Один пишет на татарском, другой пишет на русском, Салават Юзеев. Тем не менее, поскольку Салават, например, сын известного, очень крупного татарского поэта Ильдара Юзеева, и все время жил в этой среде, разумеется, конечно, он пишет о татарах. Но постепенно меняется, ведь если мы Туфан Миннулин, упомянутый Ильгизом, действительно наш классик, его в основном, у него две группы лиц действуют в пьесах на современную тему. То есть у него довольно много было исторических произведений, о них не будем, но все остальные действия, которые происходят в так называемые наши дни, это либо жители деревни, либо переселенцы из деревни в первом поколении. Ну, это особая социальная группа, это особый социальный статус, это мигрант, это переселенец, это человек с маргинальным, расщепленным сознанием, который одной ногой стоит в тех традициях, в тех условиях, в той среде, которая его воспитала, в которой его родила. С другой стороны, естественно, он житель крупного там города, мегаполиса, как Казань, или Набережные Челны, или небольшого, но тем не менее там города, как Альметьевск, 150 тысяч, который все равно по масштабам огромен по сравнению с небольшой, например, деревней. И у него были вот такие персонажи, и у большинства татарских драматургов того периода, которые писали в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, у них персонажи примерно одного типа. Вот либо эти, либо те. Но уже к тому времени, когда пришли в драматургию люди, которые стали писать татарские пьесы на русском языке, появилось уже второе, а то и третье поколение горожан. Эти люди совершенно очевидно себя ощущали и идентифицировали как татары, абсолютно не вырывались, да, за исключением языкового фактора, не выключались из жизни татарского общества. Тем не менее, конечно, они на многие вещи смотрели иначе. Тем не менее, они, не то, что я не хотел бы сейчас сказать, что мировоззрение городского жителя в городе тоже полно, и в Казани в частности, и до сих пор, и тогда люмпен, пролетариев, и всяких таких деклассированных элементов. Совершенно город в этом смысле не идеал, но тем не менее в доинтернетное время все-таки достаточно сильно отличался круг тем авторов, скажем так, деревенского формата и первого постдеревенского, и авторов, которые писали на другие темы. Как ни странно, в этом ряду, хотя одним из первых хотелось бы назвать Мансура Гилязова, кроме упомянутого Салавата. Одна из первых его пьес, вообще его первый драматургический опыт, он был такой, современная комедия сатирическая. Рахат, я ошибся, как она, да, по-русски. Не, она там крысиный яд, что ли, называлась, или крысиная отрава. Я не знаю, почему такое. То есть я знаю, почему там сюжет. У него такая, но она не произвела, это был вообще не резонансный спектакль, он его поставил такой немножко режиссер диссидентского плана, то есть не очень признаваемый тогда главным режиссером Дамир Серазиев. И, в общем, пьеса достаточно быстро сошла со сцены. А вот следующий его драматургический опыт инсценировщика, уже сразу выявил какие-то очень серьезные такие потенции в этом драматурге. Это была «Плаха» Чингиза Айтматова, такой был резонансный спектакль того же Дамира Серазиева. И третьей его вещью стала пьеса
Бичура, которая действительно во многом преломила осознание. Тогда это было непонятно, это 89-й год, но со временем стало ясно, что она немножко изменила фокус, оптику взгляда на деревенскую жизнь, на деревенскую тему, потому что написал ее абсолютно автор городской, до мозга костей, очень модный, такой весь, ну, скажем так, стильно себя подающий, по образованию архитектор, но написал он ее про деревню, он написал ее про, прошу прощения, вообще Бичура, да, надо сказать, чтобы было понятно, Бичура – это домовой. Вот наверняка то, что там стучит за печкой, какие-то звуки в пьесе, которые мы сейчас услышали, «Дом Бургана», там живет Бичура, наверняка. Ну, по крайней мере, такая трактовка возможна, да, Ильгиз? Кто-то там существует. Это кто-то, это домовой, это добрый дух дома. Ну, конечно, он хулиган, хулиганистый. И тем не менее, вот городской автор абсолютно, он пишет пьесу о том, что умирает татарская деревня. О том, что тогда еще, надо сказать, этот процесс еще только начинался. Тот, который мы сейчас, вот, о котором говорил Ильгиз, то, что ему тяжело приезжать в отчий дом, просто потому что здесь у соседей окошки не горят, здесь не горят и все такое. Да? Хотя газ проведен. Сейчас у нас очень благополучная ситуация в Татарстане с деревнями. У нас ко всем деревням проведен газ, проведены подъездные пути заасфальтированы. У нас как бы, ну, можно коммуницировать легко с большим миром, но на практике это приводит к тому, что люди стали больше уезжать, сниматься с родных мест, переезжать. Это отдельная тема для отдельного большого разговора. Так вот, что было любопытного? Тогда молодой режиссер, это был вот нынешний художественный руководитель театра Камала Фарид Бекчентаев, это был его дипломный спектакль по этой пьесе, и там возник такой двойной, ну что ли, двойной параболический дискурс. С одной стороны, Мансур писал о деревне, которая умирает, абсолютно метафорическую историю, а Фарид в том числе не специально абсолютно, уже потом, когда мы с ним беседовали, уже по прошествии там, наверное, 30 лет после постановки, 25-30 лет после постановки этой пьесы, мы с ним разговаривали, мне кажется, я, говорит, подспудно тогда, совершенно неотчетливо для меня, неосознанно возникла тема умирания городской, деревенской темы в театре. Она перестала быть магистральной, доминирующей, и дальше все пошло-поехало. Ну, сейчас я пропускаю очень длинный этап, потому что все это можно говорить о конкретных авторах, но пьесы эти вы не читали, просто вот, чтобы вы понимали, сложилось два потока. И, естественно, сегодня, что меня очень беспокоит, и это правда, действительно одна из, наверное, серьезных проблем сегодняшнего татарского театра, потому что, в принципе, у нас нет проблем. Сегодня, собственно, как театр, как вид искусства, татарский театр, национальный театр сегодня переживает подъем. Это связано не только там с театром Камала, это и театр там, ну, трудно сегодня назвать театр, который, ну, Альметьевский театр, Буинский театр, театр Акият, сейчас татарская труппа, да, который возглавляет Ильгиз. Театр Тинчурина, сейчас пришел новый такой интересный, амбициозный художественный руководитель. То есть у нас в Казани, у нас в Татарстане получается сколько у нас? Всего 11. У нас 8 театров на территории республики в разных городах. Все они как-то, и даже в селе Большая Отня профессиональный театр он о себе ярко заявляет на федеральном уровне, да, на уровне там региональных, межрегиональных смотров, фестивалей, в том числе «Золотой маски». Вот. Эта сторона как бы, ну, то есть актерское искусство, режиссура, визуальная составляющая театрального действия и прочее, она как бы, ну, такая, внушает уверенный оптимизм. Но с драматургией дела обстоят так, что сужается круг авторов, которые пишут на родном языке, и начинается начинается эпоха авторов, похоже, начинается, которые пишут на русском. Опять-таки, опираясь на опыт, на ту проблематику, на те жизненные противоречия, конфликты, которые в обществе существуют именно в татарском, в казанском. Ну, есть же еще, да, вот, например, я не сбивчиво говорю, вы понимаете ход? Ну, например, вот есть такой писатель, замечательный писатель Шамиль Идиатуллин, который пишет на русском языке, но он абсолютно татарский человек. Он написал о своем о периоде о своем подростковом периоде написал роман «Город Брежнев»,
Как вы знаете, город Набережные Челны, где выпускается КАМАЗ, с 82 по 87 год носил имя генсека, почившего в базе Леонида Ильича Брежнева. И город Брежнев – это как раз становление молодежных группировок в этом городе, драки стенка на стенку, формирование первых, значит, ОПГ. И вот это, и как живет простой парень, ну вот в этих условиях. Этот спектакль был поставлен молодым худруком тоже челнинской татарской драмы. И помимо, ну, мы его показывали на разных фестивалях, он приезжал в Казань, имел какую-то там и прессу, и какой-то, значит, резонанс, но тем не менее именно в своем городе он выстрелил, потому что это абсолютно региональная история. Ну вот, что я хотел сказать, да? То есть, или, например, есть такой тоже татарский писатель, ну, классик, его уже давно в живых нет, Мирса Амир, он в основном прозаик, но у него есть несколько драматических произведений. Вот одна из них, значит, «Тармажджера», «Песня жизни», она поставлена была в Буинском театре. Ну, это соцреализм. Это 57-й год, там о колхозах, значит, во время Великой Отечественной войны, о том, как женщина на своих плечах. Ну, все это пропитано, ну, таким уж густопсовым соцреализмом. При этом именно в Буинском театре это выстрелило, и народ ходил с удовольствием, и были аншлаги, и просто вот я говорил, да, 3-4 спектакля, это больше 10 показов или даже 12 выдержало, и каждый год они показывают. Почему? Потому что эта пьеса была написана в Буинском районе, в деревне, и вот эта женщина, которая была прототипом главной героини, она умерла буквально 3-4 года назад. Все ее знали, и это имело некий местный региональный эффект. Но продолжим. И вот сегодня, то есть вот у нас есть Союз писателей Татарстана, он такой достаточно активный, он очень гордится тем, что он не, ну, такой независимый, он не входит в Союз писателей России, ни в какие-то другие. Вот он живет своей жизнью, и они говорят все время, у нас больше 30 профессиональных драматургов. Эти драматурги в основном все, за исключением Мансура и Салавата, они пишут на татарском языке. Но их никто практически не ставит. И почему не ставят? Потому что они на своем тематическом уровне, на круге тех проблем, которые они поднимают, они остались где-то в 70-х, 80-х годах, и современному театру они не нужны. Они, конечно, с такой ситуацией мириться не хотят, всячески говорят, что это театр плохой, и это все кризис, но на самом деле театры охотнее обращаются к текстам сегодня, написанным либо на плохом татарском, на достаточно плохом татарском, не очень литературном, то есть на языке, который приходится в процессе постановки. Ну вот у нас, ну в каждом театре, наверное, есть такие актеры, вот у нас есть несколько актеров, один недавно, к сожалению, ушел из жизни. Люди, которые блестяще знают язык, литературный именно, они корректируют в процессе постановки, они корректируют произведения этих молодых, в основном, авторов, которые пытаются писать на родном языке, но это уже, конечно, язык городских татар. То есть вот, ну, тот язык, на котором мы говорим, я говорю, например, это язык, конечно, даже в самом идеальном изводе это язык литературный, это язык книг, это не язык живой татарской жизни, да, которая сегодня, ну, осуществима. Ну, то же самое вот кивает Муниркунов, абсолютно та же ситуация в Башкортостане. Да, и что с этим делать? Надо ли с этим бороться? И как с этим жить? Ну, конечно, очень, не очень, слава богу, вот тот подъем, который переживает сегодня многонациональный театр России, он не только с татарским театром связан, это и башкирский театр, это и бурятский, это, безусловно, якутский театр, это какие-то отдельные очаги интересных постановок в Туве, в Хакасии, в Алтае, ну, в республике Горный Алтай. И люди театра, они, как правило, не задают такой вопрос. Но обыватели задают, а что бы вам не играть, в принципе, на русском? И, конечно же, для нас это очень болезненная тема, потому что, ну вот в Казани ни один театр пока не играет спектакли на русском языке, но на периферии республиканской, в Альметьевске, в Челнах, в Мензелинске, кроме Собов, пожалуй, и в Буинске, кстати, тоже, том же, уже появляются постановки на русском языке, и они, как правило, для детей и подростков. Ну, я еще раз объясню, сегодня ситуация с изучением татарского языка может быть даже хуже, чем в советское время, ну, любого национального языка, потому что
В 2017 году Путин в Йошкар-Оле значит, на выездном совещании Министерства там, регионального и по национальным вопросам, он сказал, что ну, вот не надо навязывать русским, живущим в той или иной республике, изучение языка, вот давайте так, добровольно каждый будет выбирать. При этом ЕГЭ, все ЕГЭ, но они на русском языке. И то есть, если, например, человек хочет быть учителем татарского языка, поступает в татарский педуниверситет или педучилище, и, в принципе, ему нужно хорошо знать татарский язык, но для того, чтобы он туда поступил, ему нужно сдать ЕГЭ на русском. Для человека из глубинки сельской, например, это вообще как бы задача, ну, такая очень сложная, потому что ну, собственно, зачем, да? И любая гуманитарная сфера, она касается того же. И вот мы набираем там курсы постоянно, вот Ильгиз Газинурович, и мы там с Фаридом Равкатовичем, и с каждым годом, ну, с каждым новым курсом мы понимаем, причем мы ездим, понятно, что в Казани, в Челнах уже как бы ну, как бы если кто-то и есть, то это сын или дочь каких-нибудь артистов театра или деятелей культуры, вот таких прямо, ну, такое уже потомственная, скажем так, интеллигенция. У простых людей как бы уже нет таких детей, которые бы, ну, практически нет. Или они не хотят идти в театр. Но мы ездим по селам, по небольшим городам. Так абсолютно ситуация вымывания языка. Все хуже и хуже говорят. А самое главное, все уходят диалектные формы, уходит вот эта красота наречий, говоров и прочего, да, в которой тоже есть определенная прелесть. А, Как с этим быть? Да, с этим непонятно, как с этим быть, потому что действительно, а, если задумываться о будущем, я не очень понимаю, к чему это может привести. Потому что, конечно, мы не хотим, мы всячески, потому что, ну, например, татары, башкиры, например, это такие два народа, ну и чуваши в том числе, да, ну я сейчас просто про тюркскую группу говорю, есть финно-угры, да, мы достаточно европеизированы и включены в общероссийские процессы культурные. То есть если убрать у наших театров язык, не очень понятно, что останется. И вообще как бы язык это очень важный код и очень важный, ну, ну, например, вот да, мне все больше, почему вот там круглый стол, на который, я надеюсь, хоть кто-то останется, и который я тоже взял на себя смелость ответственность промодерировать, он будет говорить, я буду там говорить о каких-то структурах, но сейчас вот вскользь скажу. Для меня, например, в последние годы, там уже давно, очень важно не то, о чем пьеса, не ее тематически, даже не те глубинные смыслы, вот как оказалось, да, то есть мы сами не знали, например, что там это может быть и про СССР, это может быть про любую там Ярославскую область и так далее. То, что вот, например, даже несмотря на то, что это актуальная тема, интересный сюжет, занимательный, тем не менее, мне важно еще то, как звучит пьеса сама по себе, ее фонетические возможности, ритмические возможности, рифмы, которые возникают, да, референсы тематические и языковые, даже в меньшей степени тематические, в большей степени языковые, да, потому что, например, если говорить о драматургии западноевропейской, да, ну у нас, скажем, у нас говорю, да, в России, если говорить русскоязычную, русскоязычную, как сказать, ну, если говорить об авторах, которые пишут на русском языке, а, у нас таких нет, но вот есть в Беларуси, например, Пришко, да, Павел, вот он занимается тем, он меняет структуру языка современной драматургии, современной пьесы, да, и, ну или в меньшей степени, но тоже это присуще там Ивану Вырыпаеву, который тоже сегодня живет не в России, в Польше. Но есть еще пара-тройка таких авторов, которые пытаются, но в основном как бы русская драматургия всегда это была драматургия большой там социальной темы, сюжет превалировал над, собственно, текстом. Поэтому так тяжело приживался и приживается у нас драматургия театра абсурда, да. Почему, например, совершенно практически неизвестно у нас такие авторы, как Йон Фосс, Кальтес, да, Лагарс. Ну, они есть, да, ну, где-то там. Ну, поставил Олег Рыбкин в Красноярске на малой сцене «Мы герои Лагарса». Ну, спектакль получил золотую маску, предположим. Но в самом Красноярске там как бы, хотя Красноярск один из самых театральных городов в России, ну, как бы, вот, это спектакль самого умеренного спроса, несмотря на то, что Красноярская пушка, да, театр имени Пушкина академический, это очень раскрученный в городе и популярный у зрителя театр. То есть это драматургия, которая иногда бессюжетная, где ее или сюжет нелинеен, или где, значит,
текст сам, ну вот, да, понимаете, да, о чем я говорю, например. Бессмысленно искать темы в творчестве Велимира Хлебникова. Это чистый звук, да, поэзия звука. Но она очень важна, по-моему, в современном театре, поскольку современный хороший актер, он может сыграть практически все. Состояние. Он может своими пристройками к тексту добавить очень многое, что компенсирует сюжет. И в этом смысле для меня рождается проблема, потому что татарский язык все дальше и дальше уходит от сцены. Вот есть сейчас какие-то, вот я назвал там чистые формы, ну, допустим, если говорить о чистых формах, вот это Ильгиз, последний человек, который на таком нормальном татарском языке пишет пьесы. Моложе его, а Ильгизу всего там, ну сколько, 35, 34, 34 года, да. Моложе его практически авторов нет. Есть Симбель Гафарова, которая пишет на татарском, но ее работы все-таки приходится корректировать. Остальные авторы пишут хуже, чем Симбель Гафарова, да. И те, кто пишет на татарском, спасибо им, но это тупик, нет развития, потому что мы понимаем, что вот просто так, даже если автор будет отдельно работать над собой, он эту технику не разовьет. Он все равно живет извне по отношению, смотрит извне и живет вне живого бурления татарского языка. Более того, очень интересный случай, и мне кажется, что очень жаль, что наш театр и вообще театр татарский тогда прошел мимо этой пьесы. Для меня был очень важным текстом, но, может быть, даже он просто как текст сыграл какую-то резонансную роль. Лет, наверное, уже 12 назад такие две наши казанские авторки, Йылдыз Миннуллина, одна из лучших, наверное, татарских поэтов сегодня, поэток, и Сэмбель Гафарова написали пьесу «Похождение железной проволоки». Ну, если вкратце брать сюжет, там на одну конкретно взятую деревню обрушиваются всякие несчастья, ну, мелкие, там, не вселенские трагедии, не мор, не язва, но какие-то там, у кого-то дом там рухнул, у кого-то еще что-то, корова заболела. И они решают это от того, что у нас как бы нет мечети, давайте построим мечеть. А они как-то привыкли жить, ну, религиозные люди ходят в соседнюю деревню. Нет, каждая деревня должна иметь мечеть. Ну, говорит, ее же просто так не построишь, нужно найти место. А вот нужно ходить с проволочкой, и там, где проволочки пересекутся, ну, в общем, находят это место у человека, в огороде человека, да, которого все считают не от мира сего, грешником и прочим. Ну, такой очень мутный персонаж для всей деревни, потому что он где-то там служил в горячей точке, вернулся не вполне в психическом здравии, и находит у него на участке. Типа, мечеть надо строить здесь, он как бы сам не против, но вот начинается. И, ну, тема простая, как бы не стоит село без праведника, да, такая гиперболическая, то есть самый, да, как очень простая история Ладо, где тоже, да, где пьяница-алкаш оказывается ангелом-хранителем всех, просто потому что как бы душа его вот прекрасна, а все остальные так себе люди. Тема простая. Если брать сюжет, он в какой-то степени вторичен, но фактура материала, она, конечно, безусловно, очень оригинальна, но главное достоинство и интерес, который вызывает этот текст, это язык, на котором он написан. Вот именно так говорят в современной татарской деревне. Например, в татарской деревне вот есть ну, вот слово «зато», да, «зато». Литературно, вот я, например, скажу «а ну, карава», «зато», да. В татарской деревне так никто не говорить не будет, сразу скажут «зато». И есть масса, то есть берется какая-то русская фраза, еще какая-то. Там начать с того, что у всех, все персонажи, это тоже примета, я думаю, не только татарской деревни, но в татарской деревне это поголовно. Каждая семья, каждый род и каждый конкретный человек, ну, большинство, имеет какие-то прозвища. И там, например, главного героя, мальчика, зовут Гарри Поттер. Почему? Потому что он в очках, просто потому что он в очках, да? И он настолько, поскольку его чуть ли не с детства зовут Гарри Поттер, он стал фанатом этой книги. Ну, он уже немножко у него бзик, и ему иногда действительно кажется, что он Гарри Поттер. Еще кого-то там, кто-то Хасинта, еще там со времен каких-то испанских этих, испаноязычных сериалов, кто-то еще, кто-то еще. То есть, и там язык такой смешанный, русско-татарский, упрощенный, с использованием каких-то диалектных форм и прочее, прочее. Потому, ну, эти две девушки, они как бы филологи по образованию, языком владеют хорошо, но особенно Йылдыз. И, но тогда это прошло мимо, потому что как играть? У нас был скандал, у нас был спектакль, в 2003 году он был поставлен, «Немая кукушка», о том, как на финской войне, да, встретились два татарина. Но немногие знают, что одна из самых больших
и сплоченных диаспор татарских за рубежом, это в Финляндии. Это люди, которые относительно крещения бежали в 18-19 веках, тогда еще в Эстлянскую, как она называлась, которая входила в состав Российской империи, то есть это не был побег за границу на тот момент. Просто туда переселили, там были послабления по отношению к иноверцам, ну, в том числе к финнам, которые лютеране, как известно, и их православная церковь не очень давила. И, соответственно, туда переселялось большое количество татар, ну, сейчас там порядка 5, что ли, 10 тысяч. Ну, разные там данные, потому что есть и смешанные браки, но они прямо очень религию блюдут, язык. Причем у них сохранилось очень много слов в обиходе, которые у нас исчезли, заменились какими-то русскими. Ну, например, самолет, да? Они называют ущак леталка, ну, собственно, самолет, как самолет на русском, да, ущак, да, а мы называем самолет, потому что, ну, мы как бы самолет, все говорят самолет, или там космос они там называют галями, у нас мы космос, да, ну, у нас многие там какие-то исконно татарские слова или усвоенные из арабского или персидского языка у нас в советское время заменили русский, а у них осталось так, как есть. Так вот, поскольку они очень патриоты Финляндии, эти татары, они очень активно, у меня есть книжка прямо на финском языке, ну, практически все мужчины, на тот момент жившие татары Финляндии, ну, в таком нормальном возрасте, не старики уж, не дети, призывного возраста, они все принимали участие в зимней кампании, как они называют. Вот сюжет простой. Там татары встречаются, татарин с советской стороны встречается с татарином с финской стороны, немая кукушка, не случайно кукушка, да, снайпер. Он должен его застрелить, финский солдат, но вдруг он слышит татарскую песню. Ну, потому что боец на привале там или он что-то сторожит, и от скуки, от холода, от голода запел песню на татарском языке, и выяснилось, что они чуть ли не из одной деревни. Там. И, в общем, он его не застрелил, но тут подбегают наши доблестные советские другие, значит, солдаты, берут обоих их в плен и, ну, в смысле, обоих сажают на гауптвахту, одного ждет трибунал, второго тоже там судьба непонятно как решится. И потом проходят годы, и уже там конец войны Второй мировой и так далее. Ну, это так, чтобы вы немножко сюжет понимали. А повествование ведется от старика, вот этого татарского татарина и советского татарина, который уже старик, уже в возрасте, и он вспоминает как бы флешбэками вот все это. И вот там один акт, третий акт, там тоже пьеса в 4 актах, там третий акт весь играется на русском языке. Сделано это почему? Потому что там такая интернациональная команда собирается, солдат в отделении, руководит там, значит, командир отделения русский, чеченец один татарин, один украинец и кто-то еще. Еврей? Нет, не еврей. Как же нет? Чеченцы же ради. Так. Яхно, Украина. Ну да. В общем, 4 народа там. Говорите микрофон, да, время? пожалуйста, да. Вот, собственно, это так у автора было написано. У него, это один из авторов, который пишет все-таки на татарском языке, но он уже, по-моему, 60-летний рубеж миновал, Зульфат Хаким. Ну, у него прекрасный татарский, но, в общем, нормальный татарский, но у него целый акт написан, потому что, почему они на татарском языке должны говорить солдаты в советской армии? И, такая позиция. Но, тем не менее, это вызвало определенные в обществе споры, и тогда они еще не утихли, и как-то театр не захотел, побоялся, что-то свое не увидел в этом тексте. Но для меня это очень важный текст, он в том числе о том, как разрушается в деревне татарский язык изнутри. И вот сегодня очень часто картина такая, ты приезжаешь, например, в деревню где-то, видишь дети, тем более с приходом в деревню интернета, естественно, контент на национальных языках, он уступает контенту на русском языке. Более того, контент зарубежный, переведенный на русский язык, как правило, плохо переведенный, типа мультиков про трансформеров, он превалирует над русским российским контентом. То есть такая веерная система. И, в общем, это все уходит. И сегодня, например, самые такие резонансные пьесы последних лет, как, например, «Татар Трип» Булата Минкина, пьеса, которая в этом году звучала на Любимовке в конкурсе, в основной программе. Она тоже, он пытается писать, но у него совсем плохой татарский, ему кто-то, видимо, помогает, который тоже человек не очень хорошо знает, но тем не менее, как бы тема очень, и тема, и форма, потому что это фантасмагория, как будто бы люди из нашего времени попадают в 21 год во время голода в ТАССР. При этом
ну, там как бы там нет такого реализма. Там появляется Троцкий на каком-то желтом коне. Ну, там, если кто-то читал пьесу Олега Багаева материнская, Марина Поля, да? Не знаете вы такую пьесу? Ну, там как, там три бабушки остались в деревне, живут три бабушки, а одной приснился сон, что все их мужья с фронта, ну, все погибшие на войне мужья, они как бы едут, они на самом деле не умерли, они вот сейчас возвращаются. Ну, понятно, что предлагаемые обстоятельства фантастические, и они там пока идут через лес, через поле, они там встречают Сталина, Гитлера, еще кого-то там, Кутузова. Ну, в общем, такая достаточно фантасмагорическая структура. Это действительно серьезная пьеса, потому что за ее вот этой фантасмагорией, за ее гротеском кроются очень серьезные такие вопросы о праве нации на самоопределение, о том пути, который... Потому что, ну, не секрет, что национальные окраины многие и национальные республики, они были в целом за революцию, потому что было неравноправие до революции в Российской империи. Инородцы, иноверцы, конечно, были людьми второго сорта, и поэтому большинство интеллигенции, национальных деятелей, каких-то активных национальных культур, они достаточно восторженно приняли революцию, что, например, у нас, что у башкир, что у чувашей, что у марийцев, потому что это давало право на, ну, на какое-то там, на повышение, собственно, на повышение статуса народа. И эти все лозунги о равноправии, они, конечно, были манки. Но это вот в том числе, правильно ли мы пошли, правильным ли мы путем, ну, размышления на такие темы. Но, тем не менее, все это ведется на таком вот не на родном языке. И для меня вопрос, я не знаю на него ответа. Насколько эти авторы, ну, хорошо, пока еще есть люди, которые могут хорошо переводить на родной язык пьесы этих авторов, тексты этих авторов, которые пишут на русском или на плохом татарском литературном. Пока они еще живы, есть, могут переводить. Во что это выльется дальше? Уже сейчас авторами, которые пишут на русском языке, активно начинают интересоваться театры российские, русские. И, соответственно, не уведет ли этих авторов, ну, там, востребованность в большом, там, более широком театральном контексте, не уведет ли она их от национальных тем, и символов, образов и кодов, и что вообще будет и что нас ждет, потому что, конечно, существовать, ну, вот так сложилось исторически, что вот здесь, хотя ситуацию хорошо знаю, но я побоюсь сделать выводы насчет, например, башкирского театра. Но вот татарский театр сформировался так, что он, в принципе, не может существовать без современной драматургии. Вот если мы видим некоторые русские... Вот у нас в Казани есть русский театр, главный, академический, театр Качалова. Ну, там у него достаточно одиозный худрук, но у него вот есть такой рефрен, он все время говорит, что я не вижу сегодня современных текстов, которые бы были мне интереснее, чем там «Горе от ума», чем там «На всякого мудреца» и так далее. Я вот ставлю классику. И правда, но на уровне там текстов там нет никаких Куни, у него там нет никаких Лобозеровых, таких авторов, ну, коммерческого, скажем, направления. Но у него нет практически никаких современных пьес. Вот есть такая. Русский театр, в принципе, может так жить? Может. Хотя я считаю, что тоже неправильно. Но, но для нас это просто губительно. И, конечно, этот вопрос, вот эти два потока, насколько они могут существовать изолированно, насколько они могут в некий один поток пьес влиться, для меня, конечно, большой вопрос. Да, меня Павел хочет перебить, сказать, что Да, у тайминг. нас осталось буквально 5 минут. Вы можете закончить мысль, и у нас останется время на вопросы. Да, хорошо. Ну вот мысль такая, что сейчас по факту происходит так. Авторы, пишущие на русском языке, но востребованы в татарском театре, вот только Салават Юзеев, у него прям год Салавата Юзеева, вот сейчас, да, 21-й, пятую, что ли, шестую пьесу ставят у него наши театры. Ну, как бы до этого не так активно он шел, а сейчас очень прямо одна пьеса, одна и та же пьеса идет в 3 театрах, в 2 или в 3. То есть есть такая востребованность. Тем не менее, авторы сами как бы за свой счет заказывают каким-то переводчикам, значит, переводы, потому что хотят участвовать вот в этом упомянутом Ильгизом конкурсе «Новая татарская пьеса» в том числе. Но это пока все такие немножечко вещи, которые меня все равно немножко не то что пугают, ну, как дальше это будет. Потому что все равно язык — это не просто
а, не просто средство коммуникации. Вот чем дольше я живу, тем больше понимаю, во всяком случае, в театре, что язык это не столько средство коммуникации, сколько в том числе способ эмоциональной окраски. И вот мы сегодня прослушали пьесу «Дом Бургана» Ильгиза Зайниева. На самом деле у меня немножко другие ощущения от знакомства с татарским текстом. Они оба этих ощущения достаточно сильные, интересные и друг друга не перекрывают, между ними нет конкуренции, но тем не менее для меня это немножечко разные тексты. И как говорил Бродский, при переводе на другой язык, на любой другой язык, произведение литературное, оно что-то теряет, безусловно, но очевидно, что-то приобретает взамен. Это тоже он ставил вопрос. И хорошо, если приобретает, плохо, когда нет. И вот хочется найти какую-то золотую середину и, в общем-то, найти какой-то баланс, потому что мы очень много делаем у нас в республике для того, чтобы были молодые авторы, для того, чтобы они писали тексты, для того, чтобы мы их ставили. Но пока ведь качество драматургии, вы люди молодые, может быть, не помните, лет 20 назад современная драматургия в России, актуальная, интересная, она была как бы совершенно маргинальным явлением. Возник на волне, значит, этой маргинальности возник театр ДОК в 2003 году, который обслуживал скорее сам себя. Большие театры все были, как Русский театр в Казани, смотрели так, что современная драматургия, да что это такое? Проститутки, геи, наркоманы, ну, то есть бомжи. Ну, такое отношение было. И не сказать, что этого совсем не было. Было и это, чернуха, мат, а люди хотят, наоборот, в театре уйти от бытовых проблем, они хотят о возвышенном, а у вас тут это, мальчика изнасиловали в пластилине, ну что это такое? Вот. Но, тем не менее, шли годы, и сегодня и в связи с фестивалем «Любимовка», и с кучей других фестивалей, и с кипучей деятельностью покойного Вадима Ливанова, и ныне живого, слава богу, Николая Калиды, и Натальи Скороход в Петербурге. Возникло 3 таких, а сейчас, ну, таких 3-4 драматургических зоны. Тольяттинская, которая сейчас вся как бы уже не тольяттинская, а переехавшая. Уральская, которая школа до сих пор присутствует. Ну, московская, связанная вот с этим движением Любимовки, и питерская, связанная с именем Натальи Скороход. Вот по большому счету, когда количество стало большим, валовым, когда, ну вот я как ридер Любимовки, я читаю в год, наверное, порядка 180-200 текстов только для Любимовки. Учитывая, что у нас 20 человек, и мы все читаем примерно столько, есть совпадения, есть несовпадения, но всего там отправляют по 600, по 700 текстов в год только на Любимовку. Ты понимаешь, что этот вал, он рано или поздно, он всегда, то есть не рано или поздно, он уже обретает некое качественное наполнение. Те конкурсные пьесы, которые мы отбираем, они в основном, ну вот там, я не знаю, пошедшие пожаром по стране так называемые пьесы Дмитрия Данилова там или Андрея Иванова с училища или там ряд других, ну там менее, может быть, ряд пьес Ярославы Пульнович, там и других авторов, и вот Полины Бородиной, которая была с нами, они вот просто проходили на моих глазах через сито вот этого конкурса, и мы все отбирали, и, в общем-то, все эти драматурги, все эти пьесы обрели жизнь. Вот такого количества лома, вала пьес в татарской драматургии пока просто недостаточно для того, чтобы возник какой-то качественный рывок. И отдельные имена, как выясняется, они дают временную передышку, но всерьез драматургию и театр двигает вот этот вал. Вот вала сегодня нет, и, конечно, это печально. Но посмотрим, поживем, увидим. В целом хочется смотреть в будущее с оптимизмом. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Да, спасибо, Нияз. Есть ли у нас в зале вопросы? Кто-то что-то хочет спросить? Да, конечно. Спасибо большое за лекцию, очень интересно. Я разделяю ваши горестные мысли и размышления. Хотел задать вопрос такой вам, как человеку опытному и начитанному. Скажите, пожалуйста, вопрос, который, скажем так, мучает меня, моих студентов. Ваше отношение к роману и вообще к творчеству Гузель Яхиной, к роману «Зулейха открывает глаза» и экранизацию. Вот
ваши личные отношения, может быть, и профессиональные отношения, и особенно мысль, может быть, о экранизации данного романа и нашумевшей такой эмоции и реакции на него. Спасибо. Спасибо. Ну, мое отношение к роману, ну, конечно, как сказать, в татарском обществе, в обществе профессиональных татарских литераторов, в основном, конечно, он вызвал очень такое неприятие. В основном, я думаю, что это все как бы зависть, по большей части. Ну, как-то так, мы на татарском пишем, а тут кто-то написал и переврала там кучу. Ну, там действительно проблемы с описанием деталей, деревенской жизни и прочее. Там. Мне, по большому счету, не очень нравится этот роман, просто он, мне кажется, достаточно слабым. И я его не дочитал до конца. Я писал рецензию на татарский перевод, я прочитал его полностью на татарском. Хотя, ну да, на русском как бы, ну я прочитал там 40-50 страниц, я понял, что как бы, ну все, too much, жизнь одна. Читать Гузель Яхину, это как бы, ну я вот не знаю, мне как бы, у меня там есть какие-то пробелы в чтении, которые я лучше бы восполнил бы, да, там, например, я не знаю, кого бы вам привести в пример. Ну, я вообще хочу сказать, что на русский язык довольно мало сегодня литературы хорошей зарубежной переводится. Очень мало, на самом деле, да. И, ну, я даже знаю причину, почему, и так далее. Но что-то переводится, да, и, конечно, есть русскоязычные авторы, там, я не знаю, ну, я, конечно, отдам предпочтение там Водолазкину или, не знаю, там, ну, может быть, господи, вылетел из головы сейчас автор Петровых в гриппе, Сальников. Или пусть это там форматная литература, пусть это литература такая, ну, попсовая, но мне нравится читать она попсовую литературу, потому что Зулейха это тоже попса. А Алексей Иванов или там еще кто-то, да, или Аксенов, или, ну, в смысле нынешний, современный, да, или нонфикшн. Ну, я как бы я получаю огромное удовольствие от каких-то совершенно очень разных литературных жанров, и мне в моей как бы вселенной места нет. Я заставил себя силой прочитать «Дети мои», и мне на самом деле очень понравилось. А я открыл эшелон на Самарканд, и там сразу на 6-й или 7-й странице я просто увидел, ну, как бы реальные косяки по части исторических реалий. Ну, и тоже не стал читать. Но вот «Дети мои» мне как-то понравились. «Зулейха», мне просто кажется, что это не, ну, как бы не очень сильный роман. И, конечно, татарское общество, ведь когда он вышел, понимаете, он вышел в год, когда, собственно, Путин объявил о запрете, ну, фактически ну, не то что запрете, ну, в общем, выступление Путина вызвало серьезные проблемы с изучением родных языков в республиках России. И в этот же 2017 год выходит, кажется, 2017, ну, может, годом раньше, годом позже, но срезонировал это именно в 2017 году, потому что основная мысль романа для того, чтобы, значит, выжить, татарин Юсуф должен стать Иосифом. Вот эта мысль, с которой, конечно, ни один татарин вот так вот просто не согласится. Потому что, да, окей, да, наверное. То есть, как бы это бесспорно, для того, чтобы выжить, проще быть Иосифом, для того, чтобы выжить, проще креститься, для того, чтобы выжить, проще ассимилироваться и так далее. Да, но как бы проще это ведь не всегда лучше. Вот. И когда возникает вот трение между лучше и проще, все-таки я стараюсь, не знаю, я остаюсь поборником того, что лучше. Но в целом мне как бы очень симпатична любая драматургия или проза, связанная с... Понимаете, вот я сейчас был в городе Мирном, простите за такое отвлечение на лаборатории. Мирное — это Якутия, там алмазы добывают, да, там трубка самая большая вот эта, алмаз добывающая, там 600 метров, внизу туман, в общем, это вечная мерзлота. И там, значит, напротив театра стоит памятник Сталину. Ну, памятник, бюст. И когда мы начали спорить, один там такой пожилой мужчина, видимо, от фракции, я говорю, как же вы... А это не город, это люди, это народ ему памятник поставил с таким, ну, прямо как бы востребовано. И вот во время, когда, в общем-то, людоеду Сталину ставят... А памятник свежий, он поставлен год или полтора назад. То есть в год, во время, когда, в общем-то, идет реабилитация Сталина,
и полное замалчивание роли СССР в развитии возникновения Второй мировой войны. За это сейчас статья, поэтому я не буду детализировать. В эти годы как бы любое произведение о том времени, где, в общем-то, осуждается культ личности и репрессии, когда закрывают мемориал, для меня кажется уже положительным событием. Понимаете? Но каждое произведение рождается и умирает, или не умирает, или продолжает жить в свое конкретное время, в своем конкретном историческом контексте. Возможно, если бы роман Яхиной, если бы романы Яхиной увидели бы свет в иной последовательности, то сегодня татарское общество было бы вполне иначе бы на это смотрело. Потому что тоже уж не надо нас такими представлять, как это иногда, ну, такими. Вот они роман не приняли такой прекрасный. Да, Господи. Это у Улицкой просто вкуса нет. Ну, что я могу сделать, на мой взгляд. Ну, как сказать, об инсценировке что там говорить? Ну, инсценировка еще хуже, чем роман. Понимаете? Потому что просто мне бы хотелось увидеть кого-то вроде Варвары Шмыковой в роли, а не рафинированный Чулпан. Господи, где Чулпан и деревенская тетка Зулейха? Ну, это же просто, ну, как бы тотальное непопадание в образ. Мне очень понравился спектакль, как ушел от этой проблемы Айрат Абушахманов в Башкирском театре. Он просто надел на Зулейху костюм, традиционный башкирский женский костюм. И все татары так, опс, а что, ну как бы это про Башкир же вся история тогда получается. Зулейха башкирка, ну все, ну пусть башкиры и разбираются с Гузель Яхиной. Что же мы-то... И тоже вот все люди, которые пришли специально, ну, чтобы потом написать разгромные рецензии, несколько раз спектакль был, который получил золотую маску, значит, Айрата у нас в Казани. Вот первый раз, когда они пришли, все собрались, чтобы написать какие-то разгромные рецензии, они пришли, а про что писать? А темы-то общечеловеческие, темы-то о гуманизме, темы ну а женщина, героиня-то не татарка, а героиня-то башкирка. Ну, то есть визуальная она там нигде не говорится. Я башкирка. Просто снят фактор национальности главной героини. И все, уже. Но поэтому, ну, ну, как бы для меня есть и есть. Просто у нас действительно, мне уже надоело, куда ни приедешь все время. Как вы относитесь к Зулихе? Ребят, вам серьезно так этот роман зашел? Правда, вот вы же, ну, как бы, наверняка большинство людей не читали там поминки по Финнигану, я не знаю, там «Человека без свойств», Броха. Брох вообще практически неизвестен в нашей стране и так далее. Куча авторов только 20 века модернизма. А современные авторы, кого не возьми, да, тот же Кудзие или кто-то, ну, неужели как бы у вас так много жизней, чтобы так вот, ну, я не знаю, ну многим вот да, ну женский роман на самом деле такой форматный женский роман, потому что стоит героиня сложной судьбы, ей сопереживаешь. Я понимаю, по каким лекалам эта вещь сделана. Она меня, почему, собственно, мне скучно, не потому что я сноб, не потому что я такой человек идеального вкуса, а почему это во мне не вызывает отклика? Просто по простой причине. Она, эта вещь, очень предсказуема. Она очень сюжетна. Если сюжетная вещь предсказуема, это плохо. Если сюжетная вещь непредсказуема, это круто. Если эта вещь не сюжетная, а о каком-то экзистенциальном состоянии, а действительно попытки понять, кто такая эта Зулиха, татарская это нация, образ ли это татарская нация, не образ ли. Это вопрос акцентов на самом деле. Но я считаю, что у нас тоже, ну когда, при этом это же все можно, все, что я говорил сейчас, я говорил Гузель лично, ну чуть помягче, ну так просто было больше времени. Не сидел Павел и не говорил тайминг. И поэтому, когда у тебя мало времени, ты невольно начинаешь резко выражаться, более там рубленными фразами и как-то вызывать. На самом деле нет, ну вот просто да, ну немножко не моя литература. Вот и все. Ну, то, как у нас ее там чуть ли не заплевывали, не зашикивали, устраивали всякие демарши. Ну, я считаю, что, блин, тоже, ну, нас же тоже, понимаете, вот это вот, с одной стороны, ты печешься о вот этой вот татарской культуре, о языке, о литературе, с другой стороны, как бы, да, вот сколько у вас там, 360 человек? Ну, да, 340 или 360 членов Союза писателей Республики Татарстан. Из них 300 завтра можно поселить на какой-нибудь обитаемый или необитаемый остров, и вообще татарская литература даже не заметит их отсутствия. Но эти люди, часть этих людей очень активна, она... А человек, который как бы востребован, которого люди читают, или если это драматург, его ставят, или там, например, как Йылдыз выступает, например, своими стихами, у него же еще уникально, или там Ракаиль Зайдулла у нас есть там
великий поэт, по-моему, или там Рузяль Мухаммедшин, молодой поэт. Они когда просто сами их выступления, такие перформансы. И это круто, они востребованы, они актуальны у молодежи. Это я сейчас таких самых... У нас достаточно сильная поэзия сегодня, может быть, даже в каком-то смысле, как человек двуязычный, я все-таки думаю, что даже в каком-то смысле она в каких-то смыслах опережает сегодняшнюю русскую поэзию. Вот, на русском языке. Но они живут, и как бы они не парятся, их вообще не парит существование Гузель Яхиной. То есть кому-то нравится, кому-то нет, да, но для них это не фактор конкуренции, не фактор какого-то национального уязвленного самолюбия. Когда человеку заняться нечем, вот у него начинает эго копошиться, самолюбие национальное, он там за нацию вообще начинает. Я как-то, вот у меня, например, нет желания говорить за всю нацию. Нация нас 7,5 миллионов, и среди нас очень разные люди попадаются. Спасибо за внимание, здоровья, будьте здоровы, счастливы. Не разрушайте свои дома, созидайте, не рубите березки на кладбищах.